эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Начали коротко о темах к этому часу. Режим ЧС республиканского характера введен на всей территории Якутии. Такое решение принял оперативный штаб под руководством главы республики. В селе Майя Мегино-Кангаласского района стартовала реализация проектов по благоустройству общественных пространств. Узнаем, какие именно объекты попали под реализацию. День семьи отметили и в Горном Улусе. В центре внимания семьи, ставшей гордостью наследников, многодетные, активные и супруги долгожителей. Режим ЧС республиканского характера введен на всей территории Якутии. Такое решение принял оперативный штаб под руководством главы республики Асена Николаева. По информации министра экологии, на 8 июля в регионе действовало 20 лесных пожаров в 12 районах. Для их тушения привлекли более 650 человек и 15 единиц техники. По состоянию на вечер среды огнеборцами ликвидировано 6 и локализовано 8 возгораний. До конца дня стоит задача по купированию еще 3 природных пожаров и тушению 4 термоточек. В Жиганском районе ситуация стабилизировалась. В Татарском районе обстановка, наоборот, накаляется. Сегодня также в штабе обсуждался вопрос по помощи ФБУ авиалесохрана в связи с отсутствием ГСМ на авиаперевозки. И глава дал поручение, чтобы профильное министерство этот вопрос решил. И надеемся, что этот вопрос будет решен в рамках поручения главы. Ну и вопрос возник у авиалесохраны федеральной структуры в связи с невыполнением договорных отношений выигранной компанией. Инспекторы ГИМС Амгинского участка усилили профилактическую работу на водных объектах в связи с наступлением жаркой погоды. Сотрудники ведомства проводят регулярное патрулирование и обучающие лекции в детских лагерях, уделяя особое внимание безопасности несовершеннолетних и правилам поведения у воды. На данный момент происшествие на реке Амга не зафиксировано, однако спасатели напоминают жителям и гостям района о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности во время отдыха. В данное время очень жаркая погода, туристов очень много, приезжающих гостей размещается у водоемов, поэтому мы проводим профилактические рейсы. Разговариваем с населением, чтобы не оставляли детей без присмотра, раздаем листовки. Уровень воды у нас уже крайне низкий, около 50 сантиметров. На маломерных судах ездить уже будет опасно. В селе Майя Мегино-Кангаласского района стартовала реализация проектов по благоустройству общественных пространств. В рамках программы поддержки местных инициатив началось обустройство парковки у здания почты. В работах по оцепке территории активно участвуют сами жители. Параллельно по программе формирования современной городской среды ведется создание бульвара Итыргалах, который станет новым центром общественной жизни села. Всего в текущем году в мае будут реализованы 2 проекта, инициированных населением. В рамках ППМИ в селе Майя у нас выиграно в 2026 году 2 проекта. Первый проект – это у нас организация проведения майянского марафона имени Татьяны Юрьевны Жирковой. А второй проект у нас выиграл проект благоустройства парковки почты с тротуаром будет. Вертикальную планировку заранее планировали сделать силами субботников, именно жителей села Майя. Мы участвуем в проектах не только благоустройства, а также приобретения техники, ремонта дорог. С начала июня более 17 тысяч заявлений на получение ежегодной семейной выплаты уже получили положительное решение. Всего за первый месяц приема было подано и обработано свыше 58 тысяч заявлений. Прием документов стартовал 1 июня, продлится до 30 сентября. Выплата предоставляется нуждающимся семьям с 2 и более детьми при соблюдении ряда условий, включая требования к уровню дохода, составу имущества, гражданству и отсутствию задолженности по алиментам. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным заявителем НДФЛ и суммой налога, исчисленной по ставке 6% с тех же доходов.
Расчетный период, в отличие от единого пособия, один и тот же. Это с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. То есть мы учитываем все доходы, которые получал гражданин в течение 2025 года. Туда входит заработная плата, пенсия, пособие, вознаграждение, детские пособия, которые гражданин получал в течение 2025 года, и элементы, соответственно. Средний размер составляет 54 259 рублей составляет. Это средний размер ежегодной семейной выплаты граждан получили. С августа по ноябрь этого года форум «Вместе к победе» пройдет в 5 районах республики и объединит силы всех волонтеров и добровольческих организаций. Сегодня на платформе «Добро РФ» из республики зарегистрировано более 46 тысяч добровольцев. Всего совершено 3294 добрых дела. С начала СВО в Якутии работает акция «Мы вместе». Муниципальные штабы акции работают в 36 муниципальных районах и городских округах. Представительства открыты в различных населенных пунктах, включая самые отдаленные районы. Крупными штабами республики изготовлено более 150 тысяч изделий. В регионе действуют пункты приема гуманитарной помощи, включая добровольческий швейный цех «Илис и Лага», боевые шелкопряды Якутии, «Якутия с тобой», внуки победителей, добровольцы, «Шторм», волонтеры Саха, серебряные волонтеры «Молоды душой», волонтеры Туймады, «От сердца к сердцу». Добровольческими движениями собрано и направлено участникам СВО более 160 тонн груза. Доставлено 5972 адресных посылки. Лучшая практика для студентов – пройти ее на производстве. Студентам физико-технического института СВФУ предоставляется возможность воочию увидеть то, где в будущем им предстоит работать. В этом им помогает Алроса, предоставляя базу для прохождения практики. Подробности в сюжете далее. Ежегодно Алроса принимает на своих объектах студентов как из техникумов, так и из институтов. В этом году в якутское предприятие по торговле алмазами пришли набираться опыта 15 студентов физико-технического института СВФУ. В их обязанности входит сортировка алмазов. На самом деле практически все, что здесь происходит, для меня новшество. Это очень интересно, то, как работают машины, принцип их работы получается, как сортируются алмазы, это вот все для меня в новинку. Но это очень интересно. Мы их взвешиваем, сверяемся, потом закидываем сюда, в сортировочный аппарат, после чего уже машина сама их сортирует. В цехе по сортировке алмазов практику проходит 3 студента. Они работают на новейших автоматах, произведенных инновационным центром «Буревестник». Принцип их работы прост. После засыпания драгоценных камней в воронку они оцениваются с помощью специальных алгоритмов и цифровых образцов и направляются в определенный отсек. Каждое отделение различается по цвету, форме и качеству. Для этого в арсенале якутского предприятия по торговле алмазами находится более 20 автоматов. Во время студенческой практики на них учатся работать будущие сортировщики. Весной к нам приходили сотрудники, чтобы рассказать о практике. Меня это заинтересовало, и я уже здесь. На предприятии я 4-я неделя пошла. Тут очень интересно, многого нового узнал про алмазы и их сортирование, классификации, а также работа с автоматами сортировки. Любая практика – это перенятие опыта у сотрудников компании. Как признается в предприятии, сортировка алмазов – дело захватывающее. Поэтому многие из сортировщиков пришли в компанию сразу же после прохождения производственной практики в Алроса. На сегодняшний день, когда ребята приходят к нам на практику, с первых дней, конечно же, они ознакомливаются с деятельностью нашего предприятия, осваивают теорию, знакомятся с алмазным сырьем и сразу же здесь применяют ее на практике. Ребята, конечно же, все очень любознательные, молодые, энергичные, стремятся узнать что-то новое, интересуются нашей профессией. И самое отрадное то, что в конце практики большинство из них желает уже остаться в алмазной отрасли. И непосредственно часть из них приходит к нам. Прохождение практики непосредственно на производстве – это не просто увидеть и узнать свою будущую профессию поближе, но и научиться чему-то новому от опытных сотрудников. Вероника Тырская, Владимир Павлов, Якутск.
День семьи, любви и верности отметили в Горном Улусе. В центре внимания семьи, ставшие гордостью наследников, многодетные, активные и супруги-долгожители. Чествование почетных семей стало главным событием дня. Дополнили атмосферу праздника детские развлекательные программы и творческие мастер-классы для всей семьи. Этот день еще раз напомнил каждому, что именно в поддержке, любви и согласии кроется истинная сила развития Улуса. Мы уверены, что такие мероприятия сплачивают семьи, такие мероприятия способствуют их мотивации. Поэтому в свое время нужно обязательно обратить внимание на такие семьи и своевременно их награждать. А вот в Вилюйске в День семьи, любви и верности открылся семейный многофункциональный центр на базе Центра содействия семейному воспитанию имени Ржакова. Новое учреждение работает по принципу одного окна, предоставляя семьям адресную помощь психологов и социальных педагогов. Пространство центра разделено на два корпуса. Первый предназначен для первичного приема и комплексного сопровождения, а второй для социальной реабилитации и творчества детей с инвалидностью и пожилых граждан. Проект реализован при поддержке правительства Якутии и регионального министерства труда. Открытие семейного МФЦ – это большая радость для семей нашего Улуса. Главное, очень удобно, где в одном месте можно будет получить необходимую помощь, консультацию, посетить мастер-классы, помогут советам, дадут руку помощи в трудной ситуации, благодаря чему мы почувствуем поддержку и уверенность в будущем. Спасибо всем, кто помог создать этот важный ресурс для семей. В Нюрбе на площади Ленина торжественно подняли флаг в честь предстоящих главных спортивных игр Якутии. До старта масштабного события остался ровно 1 год. Праздник сопровождался благотворительным телемарафоном, в ходе которого жители и организации района собрали 3 миллиона 893 тысячи 927 рублей. Фонд проведения соревнований. Организаторы отметили высокую активность населения и атмосферу единения, подчеркнув, что Нюрба уже начала обратный отчет до принятия большого спортивного праздника. В нашем сегодняшнем мероприятии в городе Нюрба, в городе Якутске, на площадке НВК «Саха» участвовали очень много жителей. И мы от этого вдохновились и далее идем к подготовке наших спортивных игр. Фонд дальше будет работать. Мы ежедневно, еженедельно, ежемесячно будем обогащать этот фонд. К этому часу это все актуальные новости. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте. Ну а с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.